неше шепкелді бізге сиыршек болып, шатлық жырлары ақты шағылдына толып. Сабантуй мейданына шатлық шапты атларда, хытта кырды бабайларда, кайты балашакларга. Сабантуй мейданына шатлық шапты атларда, хытта кырды бабайларда, кайты балашакларда. Шатлық, шатлық, шатлық деп янкыр йорды секереп, салават көпереде көкке менге су кереп. Сабантуй мейданына шатлық шапты атларда, хытта кырды бабайларда, кайты балашакларга. Шатлық сәйені шері, ел бойлап, ілия бойлап, сәйені білгенлерге, бәхет берерге ойлап. Сабантуй мейданына шатлық шапты атларда, хытта кырды бабайларда, кайты балашакларга. Сабантуй мейданына шатлық шапты атларда, хытта кырды бабайларда, кайты балашакларга. Хытта кырды бабайларда, кайты балашакларга. Друзья, всем доброе оранжевое утро, и песня, которую вы только что услышали, называется «Шатлык», в переводе «радость». Ну, я не могу не согласиться, действительно, радость. Радость и хорошее настроение нам этим утром будут дарить Равза Тихомирова, руководитель государственного учреждения Новосибирского областного татарского культурного центра, Альсина Шаймарданова, главный режиссер онлайн-проекта «Сибирский Сабантуй-2020», а только что нам исполнила песню про радость Людмила Гиндулина, заслуженный работник культуры Республики Татарстан. Доброе вам утро еще раз. Доброе утро. И как вы поняли, да, дорогие телезрители, неспроста мы пригласили замечательных гостей. Сибирский Сабантуй-2020, ну, конечно же, в онлайн-формате. Как это все будет, мы узнаем. У наших гостей, да. Итак, давайте, наверное, к онлайну немножко попозже перейдем. Вообще, история Сабантуя, что это за праздник? Хайрле ирте. Доброе утро всем. Как? Надо запомнить. Хайрле ирте. А можно я хайрле ограничить? Да. Это как привет. Хайрле. Можно салям. Салям, вот это вот проще. Привет. Салям, здорово. Ну, хочу сказать, что Сабантуй – это очень древний праздник, который уходит вглубь веков. Это праздник, который проводится после окончания весенне-полевых работ. То есть все уже посадили, посеяли, да. И можно веселиться. Можно, да. Можно проводить праздник. Угу. Вот. Ну, понятно, что праздник сельский, но сейчас он уже стал стилизованный, проходит во всех городах и во всем мире, и не только в России, но и за рубежом, во многих-многих странах. Он вошел в ЮНЕСКО, поэтому как бы это, ну, для нас, для татар, для всех он уже стал многонациональный. Его любят люди всех национальностей и вероисповеданий, особенно дети, потому что это конкурсы, это призы, это постоянные подарки. Еда традиционная. Еда. Об этом чуть позже, да, мы готовились. И про призы чуть позже, потому что, насколько мне длится праздник известно, целый месяц. То есть посев отмечает целый месяц у вас. Да. Нет, подожди. А в некоторых регионах и с мая начинается. А вы бы поспорили, да? Так, нет, имеется в виду, что празднуется он же после посевной, да, и просто в течение месяца мы проезжаем по разным районам, у нас получается разного масштаба праздники. То есть получается межрегиональный. Межрегиональный, у нас два входит в этот месяц, два праздника. Это межрегиональный праздник Сибирский Сабантуй, который называется 2020. И второй Сабантуй – это областной межнациональный праздник культуры и спорта «Сабантуй собирает друзей». Скажите, Вы, Шамиль, имеете в виду, что это в этот раз, вот на онлайн Сабантуй? Да, мы объединили. А так Сабантуй – это праздник, вот один день празднуется, и все.
То есть, вот, допустим, межрегионально у нас он проходит один день. Это вот какая-то большая площадка. На федеральном Сабантуе это была набережная. И там праздновался в течение всего дня, это праздник идет. Вообще традиционно у нас всегда было в Центральном парке. Однажды была в Березовой роще, а традиционно было все время в Центральном парке. И вы успевали все сделать за один день? Да. Вы сильные женщины. Скажите, а какие-то вот традиции есть у Сабантуя, без которых вот, ну, Сабантуй не Сабантуй? Скажем так, вот новогодняя елка, да, и Дед Мороз на Новый год, а вот на Сабантуй что обязательно должно быть? Вот иначе никак. Ну вот в деревнях, например, накануне, я хочу привести пример нашего древнего поселения чатских татар в Колыванском районе Юртори. Накануне с вечера проходили в повозке с лошадью ребятишки и собирали подарки. Это были призы на следующий день на Сабантуй. И приглашали всех людей, всех жителей этой деревни. Завтра, значит, приходите в 12 часов на праздник Сабантуй. И мы просим от вас подарки для того, чтобы потом призы вручать тем же. И получалось иногда так, что, допустим, подарили петуха на Сабантуй. И из семьи мальчик, допустим, залез на столб, достал приз и выиграл своего же петуха. То есть даже было так. Да. Отбился. Вот, ну, то есть это вот одна из традиций тоже Сабантуя, когда, в городских условиях это наши спонсоры, которые нам тоже помогают, всегда дают в призовой фонд свои какие-то призы, а затем они вручаются. Как долго вы готовитесь вообще к этому празднику? Ну, в принципе, в течение года мы всегда как бы подбираем и материалы, и концертные номера, то есть отсматриваем, и различные конкурсы придумываем. То есть закончился Сабантуй, на следующее утро вы уже начинаете готовиться Да. Ну, это на самом деле, вот, например, у нас есть традиция награждать, поздравлять новорожденных. Мы как раз с июля вот того года по июнь этого года мы награждаем всех новорожденных татар. Здорово. Или молодожены, которые поженились именно в течение с июля по июнь этого года, мы также будем поздравлять. Замечательно. Людмила, скажите, вот эта песня, которую вы нам исполнили, она, как сказать, вот праздничная к Сабантую или это просто веселая песня? Нет, это как раз праздничная веселая песня, и история ее интересна в каком смысле? Совсем недавно я познакомилась с автором этой песни благодаря Инстаграму, благодаря аккаунту нашей группы «Мирас» в Инстаграме. Просто человек лайкнул фотографию, я пошла к ее страничке, смотрю, а там знакомый сборник, с которым мы с ребятами занимаемся. Я ей написала, говорю, а мы поем из этого сборника. Она говорит, а я композитор. И вот мы таким образом с ней завязалось у нас сообщение, и она прислала ноты этой песни, и как раз вот мы со всеми ребятами ее выучили, чтобы исполнить в онлайн-программе Сабантуя. Естественно, пока я с ребятами репетировала, я сама выучила эту песню, она очень мне понравилась, и там тем более такой замечательный припев, что на Майдане Сабантуя, когда скачут лошади, даже старые дедушки возвращаются в детство. А вот я не смогла не оценить ваш наряд. Скажите, вы, когда наступает тот самый праздник Сабантуй, вы все наряжаетесь как-то? У вас есть какое-то специальное одеяние? Сабантуйный наряд. Национальная одежда. Национальная одежда. Мы стараемся на Сабантуе надевать нашу самую красивую концертную одежду. Потому что обычно у нас несколько концертных костюмов, но на Сабантуй мы выбираем самую лучшую, самую яркую, самую нарядную. А все, самую любимую. кто приходит в гости, вот просто посетители Ну, это вашего уже по праздника? желанию, как бы, и не Определенного препятствовать. дресс-кода нет. Да. Вот, например, ваши замечательные красивые шляпочки. Я вас прошу, да, расскажите. Это женский головной убор. он А уже как называется? У стилизован. него есть какой-то? Колфак. Колфа? Колфак. Колфак. Он предназначен тоже для праздников, да? Или в повседневной жизни тоже можно надеть? Да, конечно, Можно можно, повседневно. конечно. Ну, вот у нас Людмила, например, пришла вот так в национальном костюме по Да, всему из дома. городу, из Ой, дома. Ну, здорово, это красиво, это ярко. Почему нет? Надо, в общем, сейчас как никогда дарить больше друг другу ярких настроений. И Ну что, теперь наконец-то перейдем к онлайн-мероприятию. И, наверное, Альсина нам сейчас расскажет, как это все будет происходить обязательно в расскажем. этом году. Обязательно перейдем к онлайн-мероприятию, но чуть-чуть попозже, потому что впереди у нас выпуск новостей, прогноз погоды и звездный прогноз. Не переключайтесь ни в коем случае. Хорошо, Настя? Я не уйду.
Всем тем, кто только что присоединился, доброе оранжевое утро. По-прежнему в студии Станислав Чибриков, Анастасия Фефилова. И мы сегодня говорим о сибирском Сабантуй 2020. В этом году он пройдет в онлайн-формате. И об этом мы узнаем все подробности от наших гостей. От наших замечательных гостей. Это Равза Тихомирова, заслуженный артист и работник культуры Республики Татарстан и директор государственного учреждения Новосибирского областного татарского культурного центра. Альсина Шаймарданова, главный режиссер онлайн-проекта «Сибирский Сабантуй 2020» и Людмила Гендулина, заслуженный работник культуры Республики Татарстан. Еще раз доброе утро. Ну что, переходим к формату онлайн. И кто, как не Альсина, расскажет нам все подробности. Режиссер проекта. Ну, этот формат, он родился в результате такого мозгового штурма, потому что хотелось сделать так, чтобы праздник состоялся и сохранил все свои традиции. То есть все, что у нас за эти годы происходит на Майдане, на обычном празднике, мы включили в онлайн-формат. Поэтому его масштаб мы увеличили во времени. И получился целый месяц. Мы будем проводить различные мероприятия и транслировать их на всех соцплощадках, каких возможно. То есть это будет и наш сайт, это и группа в Одноклассниках, группа в ВКонтакте «Новосибирские татары», канал наш на Инстаграме. То есть, и также у нас есть свой канал на Ютубе. В общем, в полную ногу. Куда ни кинься, везде Сабантуй 2020, везде и он праздник. уже стартовал с 1 июня, то есть процесс пошел, мы его запустили. Можно подробности, что именно будет в течение месяца? У нас запланировано очень много конкурсов. Конкурсы, которые проходят у нас и в таком формате, то есть и творческие работы, и конкурс блюд национальных, очень такой популярный. И конкурс, у нас есть тоже такие вот проекты, что... Да. Вокальный, наверное, будет, да? Ну, концертная программа специальная, танцевальный флешмоб, у нас акция. Так как этот год Сабантуй у нас посвящен 75-летию Победы, то у нас есть и в этом направлении тоже предложение для наших участников. И также мы посвятили столетию образования Татарской ССР. То есть подключаем еще здесь различные флешмобы с поздравлениями. Ну и это все выдается тут же в эфир. То есть мы собираем весточки со всех уголков Новосибирской области, Сибирского региона и транслируем все, показываем. Создана специальная почта Сабантуй, и туда все материалы присылаются. И потом у нас Альсина Абдаровна монтирует все это. Вот у меня любитель поесть сразу. О, да. Только Мне кажется, я с языка сняла. Это вопрос, который волнует, мне кажется, всех. Блюдо. Там будет конкурс блюд национальных. Давайте поговорим об этом. Вот. Мне кажется, какие есть изыски, о которых мы не К знаем. моему стыду, для меня татарская кухня вся заключается в чак-чак. Вот, я в первую очередь знаю, для меня это прям... Что еще будет? И как это будет выглядеть? Люди будут готовить, присылать фотографии или видео этих блюд, а пробовать кто будет? Родные, близкие, кто дома, потому что мы остаемся дома в условиях и делаем так. Самый хороший грамотный совет для мужчин: если вы хотите что-то вкусненькое, промотивируйте супругу, чтобы она поучаствовала в конкурсе. В онлайн-конкурсе. Да, давай ты поучаствуешь в конкурсе, что-то вкусное нам постряпаешь из национального, а потом это все замечательно покушают на ужин. Что можно постряпать из национального или приготовить? Нам уже вот сейчас на этой неделе прислали «Хитрые татары» называется у них организация, и они прислали уже мастер-класс по изготовлению татарского национального блюда бармак, палец. Я считаю, с утра вообще надо запретить обсуждать подобные вкусные вещи, потому что я хочу... Так, с блюдами разобрались. Но главное, там надо заметить, что могут поделиться также и рецептами, своими секретами, и сделать это в любой форме, либо фотографии, либо записать видео. То есть не обязательно оценивать, просто визуально, да, должно быть красивое блюдо, необычное, оригинальное. Но если это будет мастер-класс, то это просто приветствуется. Скажите, а вот танцевальный флешмоб, это как он будет выглядеть? То есть это некий татарский национальный танец, который люди будут вместе танцевать онлайн? А если я не умею, но хочу? Очень даже замечательно. У нас получается как? Многие люди уже на протяжении всего этого времени, коллективы, которые с нами сотрудничают. Вначале, когда мы только задумали этот проект, песню в исполнении Розы Шамильевны мы всем отправили для того, чтобы они начали готовиться. Отписывают видео и присылают. И также выставили в сеть. Любой желающий может также записать видео и прислать нам.
дальше все это будет сделано в единую картинку и уже выпущено. То есть на ваш электронный адрес, в социальные сети постучаться, кинуть заявочку и стать лицом вашего праздника, можно Да. так сказать? Да, Любой абсолютно? Любой. То У есть нас вы нет призываете ограничений. всех к Сабантую. Да. Эй, у меня прям... Друзья, участвуйте в Сабантуе 2020. Это онлайн, это очень весело, здорово и интересно. Наши гости... Причем можно, сидя дома, участвовать и попасть в эфир. Здорово. Спасибо большое за такую возможность. Я любитель всего вот такого национального. Что, с чем вы сегодня пришли? Вот оторвемся маленько от мероприятия. У нас концертная программа в этом году называется «Сабантуй Сельгаляре». Один из традиционных таких обрядов. Полотенце Сабантуй. Да. Сколько сегодня полотенце. новых интересных слов. Ну, не Да. знаю, Станислав. Сельгаляре. Да. Ох, как хорошо Полотенце. получилось, Настя. Она хочет попасть в онлайн просто. Сабантуй. То есть это полотенце, некий символ, да, Сабантуя? Да как это полотенце? Это же какой-то... Вот я уже говорила, что накануне в деревнях проходили, собирали подарки с каждого дома. Так вот, женщины в течение года, опять же, в течение года вышивали рушники, полотенца. Это все ручное? Ну нет, это же, конечно, уже стилизовано, это печать. Вот. А на самом деле это вот девушки, чтобы, значит, привлечь внимание парней, конечно же, в первую очередь. Вы можете на денек дать? Похожу по городу. Ах, Настюша, ты И Настюша. когда к дому подходили, значит, А то есть девушки подходили... девушки из домов выходили и завязывали на шест свое полотенце. И И когда ходили проходил за праздник, женихом. вот у нас же национальная борьба куреш на поясах, на полотенцах, самое главное состязание, конные скачки. И вот кому-то из парней доставался этот подарок девушке. То есть в знак того, что вы мне понравились, молодой человек, да? Наверное, так. Ну да, не важно, не что ты обязательно. проиграл в куреш. Всегда было почетно, если твое полотенце завязывали на шею лошади, которая пришла первая. Как же Также у нас здорово. есть традиция обязательно завязывать также полотенце и чествовать лошадь, которая пришла в самый Вы до сих пор последний. чтите эти традиции? Они Всё до сих пор соблюдаем. есть. А молодежь как к этому относится? Кстати, они... Насколько они чтят, да? Насколько вообще участвуют в празднике Да, Сабантуй? у нас Насколько есть знают? татарский молодежный клуб «Алтын Йылдыз», «Золотая звезда». И они очень активно участвуют, помогают нам в проведении вот очень масштабных таких мероприятий, То есть вы как передаете из Сабантуй, поколения в Они фестивали. волонтерят, да. Мгм. Здорово. Что за... как- Шапочки, давай так вот скажу. Да? Как, во-первых, это называется правильно? Тюбетейка. Стас, можно? Да, Позвольте, конечно. пожалуйста. Да, я. И вот Это вам очень мужской, идет. Спасибо. мужской головной убор Мне- татарина. Тюбетейка. Мне нравятся татарские традиции, то есть девушки бегают с полотенцами, ищут там вот Чак-чак. мужчину, да, а он сидит на крыльце вот так и ждет, когда к Нет, нему... правда, а это для повседневной жизни вот эта тюбетеечка? Вот это, которая на голове сейчас, это Ну, как бы парадная, праздничная. праздничная. Но есть и более Ручной свободные, работы, да, ручной вышивки. те, которые носят ежедневно мужчины. Они в основном не ярко украшаются, но по желанию. Отлично, я вот, с вашего Вот на позволения... такой замечательной праздничной ноте, да, к сожалению. Мы, собственно, расстаемся. Друзья, все приходите на онлайн-праздник Сабантуй 2020. У нас в гостях были Равза Тихомирова, это заслуженная артист и работник культуры Республики Татарстан, а также директор государственного учреждения Новосибирского областного татарского культурного центра, также Альсина Шаймарданова, главный режиссер онлайн-проекта «Сибирский Сабантуй 2020» и Людмила Гиндулина, заслуженный работник культуры Республики Татарстан. С наступающим праздником вас! Спасибо. Спасибо. Рахмет.